Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 21 марта, пятница. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». Для вас информацию. Значит, первые овны. Овны, пятница, 21 марта. Покажите мне, какие события будут у овнов в этот день. К чему им готовиться в пятницу. Цыпленок, первое событие. Молния, второе. Подарочек, третье. Венок нельзя. Здесь не вижу. Проверяем горизонтали. Так, подождите, сейчас я, наверное, настрою камеру, потому что я вижу, что вам ничего не видно. Вот так, наверное. Угу. Так, смотрим горизонталь, вертикаль. Есть расческа, к сожалению. Неприятное событие. Дальше, здесь нет карт, не можем проверить. Здесь не вижу. Нет. Ну, здесь тоже нет. Получается, у вас в этот день 4 события. Первое – это получение информации какой-то, весть, новость. Возможно, в электронном виде. Общение с семьей, с детьми. Семейная жизнь. Подарок. Получение какого-то подарка, бонуса, сюрприза. И, к сожалению, выпала неприятность. Неприятность тоже может быть. Опять же, не забываем, что такое пасьянс. Пасьянс – это очень часто то, что мы видим. События, которые мы просто видим. Мы даже можем их не проживать. То есть это может быть неприятность, которая происходит с кем-то. Или вы смотрите какое-то кино, да, вот, про героя, который там преодолевает череду каких-то проблем. Тоже может проигрываться. Поэтому вот в пасьянсе есть такая особенность, что он показывает то, что мы видим глазками. Благодарю за внимание. Овны, я перехожу к тельцам. Так, смотрим тельцы. 21 марта. 21 марта события дня. Тельцы. Пятница. Как пройдет пятница для тельцов? Сразу же домик, первое событие. Деньги. Возможно, покупки домой. Закупки. Флаг. Третье событие. Бокал. Отмечаете какую-то победу. Роза. Кораблик нельзя. Яблоко. Дерево. Бабочка. Либо еще второй вариант — маска. Обман. Но маску я увидела второй. Первый я увидела бабочку. Если вы увидели маску, тогда проиграется обман. Смотрим, значит, по горизонтали. По горизонтали не вижу. Вертикаль. Нет. Замок есть по вертикали.
Здесь нет и здесь нет. Получается, у вас в этот день может быть какое-то событие в семье, в доме, за столем. Кстати, события, финансовые какие-то вопросы могут решаться. Деньги очень часто это больше проигрывается как расходы, покупки, расходы, оплата чего-то. Победа, застолье, приглашение, приятная встреча, деловой разговор, слезы и открытие секретов тайн. Так что вот такая. Кстати, слезы это не всегда плохое событие. Особенно, да, вот рядом приятная встреча. Это могут быть там слезы радости, приятные эмоции. Так что вот такая информация для вас на этот день. В принципе, ничего такого особо страшного здесь не выпало. Благодарю за внимание. И переходим к близнецам. Близнецы, 21 марта, пятница, события дня. Покажите, как у близнецов пройдет день, что будет, какие события. Угу. Первое событие сразу маска. Якорь. Еще рыба. Рыба, либо замок. Но я первую рыбу увидела. Оставляю ее. Замочек показывает открытие тайн. Подарок. Шарики. Метла еще есть. Ну, горизонтали, вертикали не вижу совпадений. Получается, может быть обман, плюс еще выпала и рыба. Скользкое дело, это когда вас заманивают в какую-то хитро расставленную ловушку для вас. Поэтому будьте осторожны. Скользкое дело, обман, маска. Люди прикидываются не тем, кем они есть. Якорь – это остановка, зависание. Возможно, там первую половину дня вы где-то будете находиться вообще в одном месте. Ссора небольшая может быть в этот день. И два хороших события – это радостные новости, позитивные какие-то, и подарочек. Подарочек, бонус, презентик. Так что плюсики тоже есть. Ну и предупреждение. Остерегайтесь какого-то обмана в пятницу. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Раки, пятница, 21 марта. Так, 21 марта, раки. Сундук.
подсвечник, бокал, корона, чашка, змея, шарики, ножницы нельзя. Горизонтали нет. Смотрим, значит, ага, есть плохое событие, маска. О, еще и обман, может быть, связанный с деньгами. Угу, здесь нет. Получается, ну, много событий, 4-8 событий на один день. Значит, получается, в этот день, на этот день вы возлагаете какие-то надежды, подсвечник выпал, возможно, прибыль, застолье, общение с влиятельным человеком, гости, застолье, хорошие новости, общение со змеей, это с человеком, у которого может быть такой острый язычок, может подмечать какие-то там моменты, недостатки и говорить об этом. Поэтому, то есть, такое не самое приятное общение. Хотя иногда проигрывается как просто человек по году рождения змея. Но все равно он имеет такой характер, есть у него такой в характере, когда вот он может там съязвить. Тут вот как бы все события хорошие, за исключением, конечно, маски. Маска – это обман. Поэтому остерегайтесь, в этот день вас могут обмануть. Такое предупреждение. Тем более вот еще рядышком и деньги. Допустим, можете там куда-то вложить не туда, что-то купить не то. Там продавец может оказаться обманщиком. Вы деньги заплатите, а вам ничего не отправят. Так что тут вот будьте начеку, в общем, с финансами в пятницу. Благодарю. Ой, божечки, простите. Убежал камень и ударился об стол. Благодарю за внимание и перехожу я к львам. Львы. 21 марта, пятница. События дня львы. Сразу же выпадает встреча, свиток. Ну, чаще всего это какая-то деловая, рабочая встреча. Ключ, смотрите, как хорошо. Время. Возможно, вот эта встреча будет на определенное время, и ваша задача не опоздать. Угу. Конфликт. Опять же, да, вот время, конфликт. Ссора из-за того, что там не успели. Кровать. Кровать – это интимная связь. Маску нельзя. Месяц. Событие, которое происходит периодически. Угу. Конвертик. Здесь не вижу. Получается, значит, у вас деловая встреча может быть в пятницу. Ключ. Перед вами открыты все двери. В этот день у вас не будет никаких проблем.
Ну, в плане имеется в виду, что там не будет никаких сложностей. Все двери для вас открываются. Может быть, с кем-то выяснение отношений, конфликт, какая-то сложность со временем, что-то где-то не успеваете. Интимная связь, получение информации, новостей и события, которые имеют цикличность. Вот такая информация для вас. Но ключ показывает, что все в ваших руках. Вы можете всех этих событий избежать плохих. Допустим, там и по времени правильно распределить, успеть, и конфликты избежать. Поэтому тут вот все в ваших руках. Ключ всегда об этом, что ты сам кузнец своей судьбы. Так что вот такой вот день у вас, левушки. Благодарю за внимание. Перехожу я к девам. Дева, 21 марта, пятница, события дня. Ключик сразу же первое. Событие первым, если выпадает, то может показывать, что день для вас какой-то очень важный, особенный такой. Вот в этот день могут происходить какие-то события судьбоносные, важные. Не хотят больше ничего показывать. Угу. Цепь — это какой-то нерешенный вопрос, может быть, в этот день. Хотя ключ обычно показывает, что все нерешенные вопросы можно решить, если приложить усилия. Любовь. Деловая встреча. Тайная встреча. Деловая встреча может быть тайной. Так, прибыль, смотрите. Больше горизонтали, вертикали не вижу. Значит, получается, в этот день, в пятницу, у вас ключ показывает, что день будет важным, особенным, и день, когда все будет зависеть от вас, от ваших желаний. Да, вот вам дается ключ, и Вселенная говорит: делай, что хочешь. Любовь, все хорошо будет в личной жизни, будет какая-то важная встреча, может быть тайная встреча в этот день, прибыль, финансовые поступления. Нерешенный вопрос. Вот из минуса получится только нерешенный вопрос. Но, опять же, имея ключ, и смотрите, ножницы выпали, ну, буквально вот одна карта, да, там, скажем так, сдвиг произошел. Решение вопроса вот этого, оно будет очень скоро, уже в ближайшее время. Так что, если в пятницу что-то не решится, сильно не переживайте. Уже скоро вы этот вопрос решите. А так, в целом, день очень даже ничего. Благодарю за внимание. Девы, перехожу я к весам. Смотрим весы. 21 марта. События дня, весы. Угу. Сразу же солнышко выпадает, первое событие.
Солнышко и кровать. Машина. Чемодан. Ключ. Ключевая поездка. С чемоданом даже может быть. Угу. Прибыль еще есть. Так, значит, смотрим. Горизонтали, вертикали. Приглашение. Возможно, вас куда-то пригласят, позовут. Дерево, приглашение. Приглашение, и вы куда-то с чемоданом едете. Либо только готовитесь к поездке. Так, тут, смотрите, еще можно сделать якорь. Здесь нет, здесь нет, здесь нет карты уже. Получается, в этот день у вас с утра прекрасное настроение. Якорь показывает, что первая половина дня, ну какая-то она будет неактивная. Вы просто в хорошем настроении, там где-то находитесь. Нет, видите, активности никакой. Потом. А вторая, наоборот, половина дня очень активная. Вы получаете приглашение, выпадает поездка, чемодан, ключ, открытые двери, возможности, важное. Ключ может показывать важную поездку. Или перед вами открываются какие-то новые двери. Интимная связь, кровать. Но в данном случае можно, например, прочитать, как, ну, если это поезд, да, машина, транспорт какой-то, это может быть в поезде, вы можете ехать, то есть можно даже вот так прочитать. И плюсом еще выпадает прибыль. Так что у вас день прекрасный. С утра хорошее настроение, потом какая-то поездка, прибыль, приглашение, интимная связь. В общем, чудесный день, весы, у вас будет в пятницу. Благодарю за внимание. И я перехожу дальше к скорпионам. Так, сейчас мы возвращаем на место. И смотрим скорпиончиков. 21 марта. События дня. Скорпионы. Скорпиончики, 21 марта. Да что такое? Падает все. Пятница, скорпионы. Я первую, честно говоря, увидела прибыль. Хотя вот, казалось бы, да, как-то бабочка. Но вот когда я взяла карту, мне первый в глаза бросился сундук. Поэтому я оставляю его. Если вы увидели бабочку, тогда у вас проиграется какой-то важный разговор в этот день. Такое ощущение, что тут что-то совпало. Ух ты, еще есть цветочек. Прекрасно. Событие. Обман, маска. Лебедя нельзя. Домик еще есть. Желание, связанное с домом. Новость нельзя. Так, здесь не вижу. Смотрю горизонталь, вертикаль. Также есть еще мечи, конфликт. Вам там, конечно, плохо видно. Так, так. О, ключик еще есть. Все в ваших руках в этот день. И здесь, значит, смотрите,
Первое событие было прибыль. В этот день будут финансовые поступления у вас. Будет исполнение желания, будет какое-то событие в семье, ну, либо событие, связанное с домом, ключ. Все будет так, как вы запланируете, задумаете, вообще все будет зависеть от вас и ваших желаний. Потому что ключ — это когда судьба вручает нам ключ и говорит: делай, что хочешь в этот день. Да, вот все от тебя зависит. И два минуса. Два минуса — это ссора, скандал, конфликт и обман. Может быть, конечно, они будут связаны, например, срываются маски, вы узнаете какую-то правду, это вызывает скандал. Опять же, да, вот когда есть ключ, очень часто вот этот обман, он открывается. Поэтому здесь, к сожалению, что мне не нравится, то что маска выпадает рядом с деньгами. Обман и деньги. Так что тут, вот видите, надо с финансами быть поосторожнее. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. Так, стрельцы. 21 марта, стрельцы, пятница, события дня. Сразу же неприятность выпадает. Расческа. Бабочка. Флаг. Дерево. Месяц. Ножницы нельзя. И тут есть подсвечник. Смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет. По вертикали есть метла. Больше ничего я не нашла по вертикали. Получается, в этот день может произойти какая-то неприятность. Ну, вот как вариант, это может быть ссора. Ссора выпала. В общем, может быть неприятность, деловой разговор, приглашение, победа, достижение, результат, надежда на что-то, цикличное событие и ссора. И еще иногда метла проигрывается как уборка. Возможно, генеральная уборочка будет. Ну, у меня, конечно, ощущение, что это именно вот неприятность, это вот эта ссора. И ваша задача эту ссору избежать, чтобы не было негативного события у вас в пятницу. Благодарю за внимание, стрельцы, и я перехожу к козерогам. Двадцать 21 марта, козероги, пятница, события дня. Неприятность. Расческа, первое событие сразу для вас. Дерево. Месяц. Может быть неприятность, которая уже когда-то происходила.
Был у вас уже такой опыт неприятный. Угу. Рыба. Змея. Победа. Чемодан нельзя. Также есть еще молния. Возможно, информация, которая придет, она будет какая-то, ну, не совсем честная, правильная. Скользкое дело, новость. Также смотрите, время. Неприятность может быть связана со временем. Будильник. Например, будильник не прозвенел. Так, и здесь нет. Значит, получается, в этот день у вас карта показывает, что будет какая-то проблема с часами, со временем. Опоздание, задержки, либо наоборот слишком долгое ожидание. В общем, несостыковки по времени. Дальше неприятность. Ну, вполне возможно, это и есть эта неприятность. Приглашение. Вас куда-то приглашают. Цикличное событие. Общение со змеей. Это человек, который замечает обязательно, если вы где-то там не успели, опоздали, он всегда это подметит, вас язвит. Победа, новости в электронном виде придут, какие-то сообщения важные. И рыба показывает, что вас втянут в какое-то скользкое дело, поэтому надо быть очень осторожными. Возможно, это будет через средства связи. Телефон, да, например, мошенники. Рыба — это всегда вот эти все аферисты, мошенники. И это как-то вот телефонные мошенники можно прочитать. Так что будьте... Ну и плюс неприятно же выпало. И мошенники, они всегда подгоняют. Давай быстрее, быстрее, нет времени, нужно прямо сейчас, срочно. Вот это вот вечная, да, тема их. Поэтому как-то вот надо вам постараться не попасться на их удочку в этот день. Благодарю за внимание, козерожки. И мы переходим с вами... Переходим. Кому мы переходим? К водолеям. Так, ну что, смотрим водолеи. 21 марта, пятница, события дня. Угу. Сразу же первое событие — письмо. Маску нельзя. Дерево тоже нельзя, не сказала. Месяц. Зарплата, что ли, у всех? Почти у каждого знака выпал месяц 21 числа. Либо какие-то проплаты, может быть. Казенный дом. Событие, которое происходит каждый месяц. Ходите в казенный дом. Казенный дом — конфликт. 2 меча. Колодец нельзя. Кстати, событие может быть связано с ребенком. Цикличное событие. Цыплята — это дети. Дети, внуки. Члены семьи, может быть, допустим, младший брат, сестра.
вижу по периметру, или я что-то где-то пропустила, но вроде бы не вижу. Получается, у вас 5 событий на пятницу. Первое показывает, что вы получите важное сообщение, или можете вообще что-то получить в этот день. Ну, какую-нибудь там посылку, документ и так далее. Дальше. Посещение госучреждения, казенный дом. Конфликт, скандал с кем-то. Либо вы можете быть свидетелями скандала. Опять же, в этом госучреждении, может быть, на ваших глазах кто-то с кем-то будет ругаться, а вы будете видеть или будете там участником этой ситуации. Может быть, будете рефери, да, так сказать. Дальше. Плюс у вас еще выпадает цикличное событие по месяцу. И дети. Так что из минуса получается только мечи для вас. Благодарю за внимание, Водолей. Прихожу к рыбкам. Сейчас будем разбираться с рыбами. Рыбы. 21 марта. Рыбы. События дня. Так, рыбки, поехали, смотрим. Пятница. Будильник сразу выпадает. Весы. Второе событие. 2 меча. Два сердца. Дерево. Колокольчик. И есть еще мешок с деньгами по вертикали. Так, а теперь рассказываю, значит, что я тут нашла. Первое событие сразу же выпало и показало, что могут быть какие-то несостыковки со временем в этот день. Предупреждение. Дальше сложный выбор. 2 варианта придется выбирать. Скандал, ссора, выяснение отношений с кем-то. Любовь. Приглашение, пустые разговоры, болтовня и финансовые вопросы. Мешочек часто показывает больше расходы. Сундук — это больше прибыль. Где он у нас? Сундук, сундук, сундук. Вот одна половинка, и вот вторая. А мешочек больше показывает расходы, поэтому у вас, конечно, больше расходы, чем доходы, скорее всего, будут. Так что вот такая информация. Из минуса получается предупреждение о том, что может быть ссора, скандал. Опять же, вы можете видеть, не участвовать, а просто видеть. Будильник, правильно распределяйте время. И может быть сложный выбор в этот день. Это вот из минуса. А так в целом есть и хорошие события. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.